Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана наградил Генсека ООН медалью к 300-летию Махтумкули Фраги. В Ашхабаде построят новый парк отдыха и развлечений. На выборах депутатов Меджлиса Туркменистана была высокая явка и другие новости. В Ашхабаде прошли переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. Стороны обсудили вопросы развития партнерства в различных направлениях. Глава Туркменистана наградил Генсека ООН медалью к 300-летию Махтумкули Фраги. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с помощником генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирославом Йенча. Помощник Генсека ООН отметил значение миролюбивой политики Туркменистана, заложенной председателем Халк Маслихаты, и выразил надежду на новые инициативы Туркменистана на предстоящем сентябре саммите будущего. В Ашхабаде Антонио Гутерриш посетил церемонию открытия нового здания для представительства ООН в Туркменистане. В своем выступлении он выразил уверенность в том, что сотрудничество Туркменистан-ООН будет и впредь динамично развиваться на всех приоритетных направлениях. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили Масуду Пезешкену искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с его избиранием на пост президента Исламской Республики Иран. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства страны направил искренние поздравления Киру Стармеру в связи с его вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Дав высокую оценку дружественным отношениям между странами, президент Туркменистана выразил твердую уверенность в их дальнейшем развитии и укреплении интересов двух народов. В Ашхабаде завершилось голосование за депутатов Меджлиса. На выборах до 7 вечера проголосовало более 90% избирателей. Меджлис Туркменистана, являясь представительным органом, осуществляющим законодательную власть, активно участвует в государственной политике, а также в реализации масштабных реформ и программ комплексного развития. В Ашхабаде на месте развлекательного парка Мирс-Казак-Туркменбаши будет построен другой парк. Министерство строительства и архитектуры Туркменистана по заказу Хикимлика Ашхабада объявило конкурс на строительство нового парка. Запросы и предложения заинтересованных сторон принимаются до 16 августа в Управлении исследований рынка и внешэкономических связей Министерства строительства и архитектуры. YouTube представил обновленную версию инструмента Erase Song, который теперь способен более точно удалять музыкальные композиции, защищенные авторским правом из видеороликов. При этом новая технология сохраняет остальные звуковые элементы, такие как диалоги и звуковые эффекты. Глава YouTube Нил Мохан отметил, что усовершенствованный алгоритм на базе искусственного интеллекта позволяет с высокой точностью обнаружить и удалить защищенные авторским правом музыкальные произведения. Это значительно облегчит работу создателей контента. Марк О'Хара, основатель британской компании Preqin, продемонстрировал исключительную щедрость после продажи своего бизнеса. Вместо того, чтобы оставить всю прибыль себе, О'Хара решил поделиться впечатляющей суммой в $650 миллионов со своими сотрудниками. Этот благородный жест последовал за продажей компании по анализу финансовых рынков американскому гиганту BlackRock. О'Хара основал компанию в 2002 году, и за 2 десятилетия фирма выросла до обслуживания более 200 тысяч клиентов по всему миру. Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по футболу. Последним в четверку сильнейших вошла сборная Нидерландов, обыгравшая команду Турции со счетом 2-1. В полуфинале нидерландцы встретятся со сборной Англии, которая в серии пенальти одолела швейцарцев. Полуфинальная встреча Нидерланды-Англия пройдет 10 июля в Дортмунде. Второй полуфинал между сборными Испании и Франции пройдет 9 июля в Мюнхене.
Обе встречи начнутся в 23:45 по ашхабадскому времени. Азербайджанский футбольный клуб Торонто Вуз провел свой первый матч на сборе в Габале под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева. Команда одержала убедительную победу над Шамкиром со счетом 13-0. Напомним, что в июне текущего года опытный туркменский специалист Курбан Бердыев заключил двухлетний контракт с азербайджанским клубом с возможностью продления еще на 1 год. 5 июля дан старт международному ралли «Шелковый путь-2024», в котором участвуют гонщики из Туркменистана. Это масштабное соревнование продлится 11 дней и финиширует 15 июля в столице Монголии. Экипаж братьев Тойлиевых из Туркменистана после 3 этапов держится в непосредственной близости от лидеров. Маршрут гонки в этом году пролегает через живописные трассы Сибири и Алтая, а затем уходит в Монголию. Общая протяженность ралли составляет 5256,70 километров, из которых 2993,24 километра – скоростные участки. Гонщикам предстоит преодолеть разнообразные климатические зоны, включая уникальные пески Монгол-Элс и северные районы пустыни Гоби. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.